Добрый день, Владимир Иванович. С учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, с учетом боевых действий, которые идут на Украине, с учетом того, что в последнее время возможность развязывания военных конфликтов возрастает, мы должны повышать уровень боеготовности вооруженных сил в целом. Обеспечение военной безопасности – это важнейшая задача и для руководства страны, и для населения в целом. В связи с этим я ознакомился с вашим материалом, с отчетом, который вы подготовили, и у меня несколько вопросов к вам, как к министру обороны, с тем, чтобы вы разъяснили. Первый вопрос. Органы управления резервных бригад созданы, как они работают, что мы в этом плане имеем на сегодняшний день? Александр Георгиевич, мы долго шли к этому вопросу. Наконец-то вам большое спасибо за то, что было поддержано именно формирование бригад. Бригады они были, но однако, не были в штате. Это командиры бригад, начальники штабов бригад и заместители начальника штабов по работе, по работе кадра. Это оно дает нам возможность более плотно и эффективно работать с бригадами. Бригады, конечно, численность не маленькие, они соответствуют к форме бригадного ведения. И сейчас генеральный штаб и руководство, есть люди, которые занимаются непосредственно с этими бригадами, и намного легче стало работать с ними. Почему? Потому что получают заработную плату, получают форму, топливо и так далее. То есть решение, которое было принято, оно своевременно, и мы можем ожидать повышения уровня боевой готовности наших резервных бригад. Так точно. Есть. Хорошо, спасибо. Что изменилось в работе военных комиссариатов? Как известно, в военных комиссариатах один военком страны только был военным, должности генерала, все остальные были в гражданской должности. Конечно, выполняя военные задачи, находясь на должности офицера, это тоже сказывалось с негативной стороны. Опять хочу выразить руководству страны, непосредственно вам было поддержано. Все комиссары района, они стали военными в штате офицера и помощники их. Это тоже совместно, без них не может и бригада, и призыв осуществить в должном уровне. Но показало, что это на правильном пути, и более принятые правильные решения о назначении, придания военной должности. С учетом изменения характера ведения боевых действий, это то, что мы наблюдаем и на Украине, и на других боевых действиях, в боевой состав вооруженных сил введены новые виды вооружения? Да, сейчас жизнь идет вперед, показала Нагорный Карабах. Не только мы, да и во всем мире, ППЛА называемые, беспилотные летательные аппараты, они намного повысили уровень боевых действий, без них тяжело. И опять-таки хочу сказать, что наши предложения были поддержаны вами, созданы, и мы, хочу сказать, что имеем и можем выпускаем. На 30-летие парада были образцы показаны неоднократно на наших учениях. Они отрабатывали поставленные задачи. Вы удовлетворены? Так точно. Понятно. Подскажите поподробнее, как у нас обстоят дела в последнее время со средствами связи. Все ли у нас необходимое есть, качество связи и так далее? Конечно, жизнь идет вперед. У нас тоже имелись средства связи, но они устаревшие были приобретены.
были найдены средства и были закуплены. Не буду говорить сколько, но в достаточном виде сегодня и на учения хватает, и в случае боевых действий, и если ВНЗ достаточно вашей помощи. Отдельный взвод материально-технического обеспечения, он приступил к службе, создан? Значит, это техническая часть по тем средствам, по которым мы сейчас говорили, они работают и успешно. Поподробнее расскажите, насколько это возможно, об отдельном дорожно-комендантском батальоне, который будет создан. Товарищ главнокомандующий, создание отдельного дорожного комендантского батальона в боевом составе вооруженных сил, оно не просто вот такая проблема появилась, а обусловлена рядом изменений, тех, которые могут быть в годы, если в военное время. Безусловно, надо будет обеспечивать движение войск, грузов, содержать инфраструктуру определенную. Именно с этой целью вами были утверждены наши предложения. Вам огромное спасибо за то, что поддержали наши предложения. Отдельный дорожно-комендантский батальон будет иметь непростую структуру, на его вооружении будет иметься специфическая техника, способная выполнять возложенные на него задачи. В настоящее время идет с военкоматами работа в полном объеме, она организована. Вот, идет приписка командного состава, это командование батальона, штаб батальона, командиры рот, взводов. Ну и особое внимание мы уделяем, конечно, приписке специальной техники, способной выполнять задачи. Такие возможности у нас есть, и мы уверены в том, что батальон будет выполнять задачи. В летнем периоде обучения мы опробируем его работу в ходе тактика специальных учений с инженерными войсками. Это очень важно, и нам необходимо, чтобы планы, которые намечены в рамках Генерального штаба, были реализованы в полной мере. Сергей Миронович, я бы просил вас вникнуть в суть того, что мы сейчас здесь обсуждаем, и держать эти вопросы на контроле. Как у нас обстоят дела с дальнейшим оборудованием оборонительного рубежа, к которому мы приступили в прошлом году, да, к строительству? Так точно. На сегодняшний день спланированные работы, они выполнены. Все задачи, осталось небольшой там участок рокадной трассы привести в порядок. Это из 18 километров осталось порядка 4 там, с небольших километров. Состояние рокады идеальное, прямо скажем, идеальное, и обеспечит выполнение маневр войсками, подвоз грузов, тех, которые нужно. То есть все задачи можно будет решить. Что касается фортификационных сооружений, они готовы к использованию в полном объеме. Эта работа не остановлена. В соответствии с вашими указаниями мы сейчас завершаем подготовку плана оперативного оборудования территории страны в интересах обороны. Есть потребности другие, мы вам докладывали, вы их утвердили, это включено все в план, и в ближайшее время будет представлено установленным порядком. С определенной периодичностью на сопредельной территории в Грузии проходят многонациональные учения. В качестве мер оперативного сдерживания какими механизмами нами выработаны и реализуются? В вооруженных силах существует план мероприятий оперативного сдерживания от возможной агрессии. Эти меры, они предусматривают ряд мероприятий. В первую очередь, это мероприятия оперативной, боевой подготовки, которые проводятся комплексно с участием всех наших силовых структур. Созданы ряд подразделений, которые способны оперативно реагировать на изменения обстановки. В летнем периоде обучения в оперативно важных районах страны мы провели порядка 7 специальных учений, именно направленных на решение задач оперативного сдерживания. Эта работа ведется постоянно, днем и ночью,
работают дежурные силы и средства, которые отслеживают определенную обстановку. Имеются силы и средства, которые способны выйти в тот или иной район и выполнить задачу. Что мы смогли сделать в 2023 году в плане материально-технического обеспечения вооруженных сил? В плане материально-технического обеспечения вооруженных сил решено ряд задач. Первое. По обеспечению вооруженных сил автобронетанковым имуществом, приведению состояния в боеготовое состояние, в готовое к использованию боевых условиях бронетанковой и автомобильной техники. Кроме того, повышена еще и техническая оснащенность за счет закупки новых единиц автомобильной техники. Таких единиц это 33, но спланирована еще большая закупка, и это позволит нам поднять определенные запасы, осуществлять своевременный маневр в зависимости от выполняемых задач. Сразу отмечу, что если в предыдущие годы у нас достаточно низкий был коэффициент технической готовности войск, то в настоящее время он достаточно высок и обеспечивает выполнение войскам всех возложенных на них задач. Это что касается по автобронетанковому имуществу. По ракетно-артиллерийскому вооружению также сделан значительный шаг вперед, приведены в определенное состояние, которое обеспечит их применение. Это и артиллерийские средства, орудия полевой артиллерии, это РСЗО, и ряд в частях, это минометные подразделения приведены достаточно в хорошее состояние. Это и средства, зенитные средства поражения приведены в порядок и обеспечат выполнение на них задач. Что касается вещевого имущества, подготовлены склады, и на них забазировано уже, разложено. Вещевое имущество, в первой очереди, будем так говорить, это бронежилеты, шлемы, это комплекты формы одежды, они складированы и готовы к выдаче и использованию по предназначению. Что касается горюче-смазочного материала, у нас созданы запасы автобензина, дизельного топлива, которые позволят нам решать задачи в боевых условиях. Как обстоят дела в военно-воздушных силах? Что у нас изменилось в последнее время? В военно-воздушных силах проведен плановый текущий, а по некоторым образцам, в частности по вертолетам, и средний ремонт с участием специалистов Российской Федерации. Проведены в порядок ряд топливной аппаратуры на вертолетах, на боевых самолетах. На последних учениях они использовались в полном объеме, проводили летно-тактические учения, все исправно работают, средства поражения в исправном состоянии. В настоящее дополнительно к имеющимся средствам закуплен еще один вертолет, который будет решать задачи, транспортно-десантно-санитарные задачи, в исправном состоянии и выполняет задачи. Я обещал вам приехать с коллегами в военно-воздушные силы, в штаб. В рамках февраля мы туда приедем. И те планы, которые нами были намечены по обеспечению военно-воздушных сил необходимым топливом, эта задача будет решена. Создадим условия для того, чтобы летный состав не испытывал никакого дефицита, с тем, чтобы у наших летчиков был необходимый налет часов. По заработной плате ситуация какая? Впервые за 13 лет было повышено денежное довольствие. Это в общей сложности более чем у гражданского персонала на 7%, и на 67% вышло так у военнослужащих. Это усредненная цифра. Конечно, она имеет огромное значение для службы, для содержания семей военнослужащих, для обеспечения семей военнослужащих. Личный состав вооруженных сил это воспринял достаточно так позитивно, выражает огромную благодарность руководству страны за внимание, уделяемое вопросам социального обеспечения военнослужащих.
Понятно, что мы не можем в одночасье решить все проблемы, но тем не менее то, что есть и то, что сейчас вы решаете, это делает очень большое подспорье для вооруженных сил и в плане и социального обеспечения, да и в общем-то по другим направлениям. И оно охватывает, надо сказать, и даже морально-психологическое какое-то состояние, такое позитивное среди личного состава. Что касается казарменного фонда, смогли мы сделать какие-то полезные вещи в 2023 году? В 2023 году было полностью реконструировано казарменное помещение, учебные классы в артиллерийской группе. Если сравнивать, к примеру, состояние казармы в артиллерийской группе, то можно сказать, что это отель не ниже, чем пятизвездочный. Там все есть, идеально обустроено, вот, все условия созданы для ухода за внешним видом, для поддержания формы одежды в опрятном состоянии. Все условия есть. Созданы отличные бытовые условия. Это и стиральные машины современные, это и туалетные комнаты, и умывальные комнаты. Они по расчету обеспечивают как раз вот жизнь, быт всего личного состава артиллерийской группы. Это и климат-контроль, система климат-контроля установлена, добротные кабинеты для командного состава, для офицерского состава, позволяющие проводить занятия по предметам боевой подготовки. Все для этого есть. Хорошо. Товарищ министр обороны, товарищ начальник Генерального штаба, благодарю за службу. Государство будет оказывать всемирную поддержку вооруженным силам как ключевому институту нашей государственности. Просил бы передать слова благодарности всему личному составу. Мне представляется необходимым сделать следующее. Отличников боевой подготовки, независимо от родов войск, имена и фамилии тех, кто числится в передовых, мы об этом должны знать. И я готов наладить систему поощрения. И нам необходимо поднять престиж вооруженных сил. Наши летчики, молодые специалисты военные, неплохо было бы их отметить следующим образом: сделать билборды, повесить на всей территории Абхазии, примерно так это может выглядеть, и под эгидой крылья Абхазии, как-то вот так вот. Кого только у нас не хвалят, кроме тех, кого надо бы хвалить по-хорошему, особенно защитников Отечества. Спасибо. Есть какие-то дополнительные просьбы? Товарищ главнокомандующий, разрешите от имени личного состава поблагодарить вас за помощь, за заботу о вооруженных силах. За прошлый год отличники боевой подготовки вашим решением поощрены денежными премиями, ценными подарками на общую сумму более 700 тысяч рублей. Вот такого за многие-многие годы существования вооруженных сил такого не было. Личный состав особенно вам благодарен за ту заботу, которую вы проявляете о вооруженных силах. Спасибо вам. То же самое мы сделаем, готовы сделать ко Дню вооруженных сил. Слава Георгиевич, разрешите? Да. В День Победы участники войны и пенсионеры наши тоже было поощрено по 10 тысяч рублей. Под конец года нам удалось сэкономить и выдать всем, и военнослужащим, и гражданского персонала, как заработная плата, 13-я премия. Вот. Такого, конечно, давно не было. Конечно, довольные. Это дает стимул, это дает поддержка семьи, детям и так далее, за что все благодарны. Все будет зависеть от возможностей нашей экономики, поэтому вместе будем защищать страну и развивать экономику. Спасибо.